Туймазинский район. Выходной день. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров приехал сюда с рабочим визитом. Это погибшие вот столько, да, это погибшие. Это в одной деревне такой? Да. Всего было 30. Вот там примерно, посмотрите, это 5 братьев, что ли? Да. 5 братьев? Да. Лен, посмотри. Да. 6 братьев. Из призванных ровно половина не вернулся. Да, и по населенному пункту точно так же. Мы в Старых Туймазах. Идем в местный дом культуры. Там Ради Хабирова уже ждут жители. Проблема: в этом населенном пункте и в селе Гафурово нет водопровода. И это создает огромные трудности. Здравствуйте. Добрый день. Вот просто не пейте, пожалуйста, нюхайте. Оно пахнет нефтью. Ну понятно, это же, наверное... Молодые ишмей, да, сырые ишмей. А вы, получается, покупаете, да? Да. Вот это в ваших кранах, да? Да, вот это вот родник, вот мы А если вы сами бурите, то же самое? вот это выходит, да, прям горит, некоторые моменты даже вот горит есть. Нет, тогда давайте так, вы напишите. А что вам еще нужно сделать, чтобы сделали вопрос с водой? Я лучше все остановлю, но вот воду вам проведу. Приедете ко мне, и мы примем решение окончательно. Не так на ходу, потому что тут с этой водой жить нельзя. Давайте посмотрим. Это получается порядка 4000 людей у нас вот так, да? 4 тысячи примерно идет. Еще увеличение. Да плюс еще вы идете, еще растете. Да, растет. Так-то земля-то хорошая. А вот вы не знаете, вот эти 5 братьев, это 5 братьев, что ли, на войне погибло? Да, 5 братьев. Представляете, какие люди? Ну да. Спасибо. Пойдите договорим, пойдите договорим. Давайте решим воду. Вот с воды начнем, а потом дальше жить будем. Спасибо большое. Фамилии на обелиске, я смотрю, привлекли ваше внимание. Это, значит, 5 Ну, 5 братьев, получается, ушли на фронт, не вернулись. Вот такая деревня. Такая деревня, ну а теперь в деревне проблема, нет воды. В деревне нет воды, будем решать. Воду пустим. В следующем году вот здесь будет. Спасибо. Я вот взял образец воды, я ее сдам на химанализ, вот, который мне жители принесли. Ну и просто там она на запах уже чувствуется тяжелая. Да? Едем дальше. Ваш учитель, что ли? Да. А где? Да. В институте права. Да. Я заканчивал при Габитове. Ренат. И какой преподаватель был? Ну, он у нас лекции читал. На 2-м курсе международное право. Замяжете. Спасибо. До Райф Фрич, помните времена, когда читали? Преподавали? Помню. Счастливо. Помню. До свидания. Самые... Что мы ФАП посмотрим, ФАП, да? 2100, 158 жителей. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем вас на нашей земле. Спасибо, что приехали. Спасибо, что вы уделяете нам внимание. Спасибо, вы что фельдшер, да, получается? Мы фельдшера, да. У нас 3 медработника здесь на нашей территории. Населенный пункт большой, 5 населенных пунктов. Население 2158, женщин 1090, мужчин 1088, детей 437, школа 200, садик 140. Объем работы большой. Ну, покажите, как вы здесь живете. Так? Проходите, пожалуйста. Это вот все досье получается. Это картотека взрослого населения. Это детская, это детская картотека. Вот. Ежемесячно у нас антропометрия, прививки у нас все это. Конечно, в идеале бы мы мечтали об амбулатории с нашим населением, более 2000. Она попадает по Более 2000. У нас даже специалисты. По расстоянию тоже. Я просто переживаю. Ну хорошо, мы примем решение, построим, а потом у вас врачей не будет. Будет. Вот у нас, я точно знаю, педиатр, специалист есть, извините, пожалуйста. Посмотрите по амбулатории. Если амбулатория вписывается, и вот по всем показателям, Хорошо. давайте построим вам амбулаторию. Хорошо. Если будет так. Потому что я чего боюсь? Сперва амбулаторию, потом маленькую райбольницу. Потом опять мы вас ужимать начнем, вы обижаться начнете. Постараемся не обижаться. Но здесь поселок трудится фермеры, да? Модульный фельдшерско-акушерский пункт или стационарная поликлиника. Окончательное решение еще не принято, но есть перспективы, и это важно. Здравствуйте. У нас вопрос к вам возник большой. Давайте говорите. У нас короче, выделили нам участки, мы взяли в аренду, и никакой коммуникации нету, ни воды, ни газа, ничего.
Для строительства? Вот эти 80 участков, которые... Да, вот они у нас какие-то проблемные. Еще в санитарную зону попадают. По газу, по проектированию на следующий год выделяем проектирование. По воде практически мы сейчас, вот, чтобы вы тоже услышали, по воде мы решили. В следующем году воду мы подведем. По газу, газ, давайте так, следующий год проектирования получается. Газ нужен. Газ, конечно, нужен, но мне кажется, сперва начнем с воды. А дорога какая? Отцепная? Вообще нет. Дороги вообще нет. А вот Не стройматериалы завести не можем, ничего. по дороге тогда запишите, пожалуйста. В каком населенном пункте эта дорога? Щебенка отсыпать. Там не щебенка, мне кажется, там уже надо нормально дорога. А вы уже построились? Да, но мы там уже есть люди. Вы еще не построили. Зачем? У нас стоит фундамент. Ну, у вас Вот у нас может уже стоять. А есть. потом вы будете кирпич возить. Вы же потом сами кончаете эту дорогу. Пока щебенкой вам отсыпем. Нет, У мы нас и будет летом за большая- свой счет отсыпали. Отсыпать начали мы за свой счет. А мы еще отсыпем его. Потому что строить асфальт бессмысленно сейчас. Мы хотя бы не асфальт, хотя бы чтобы ездить можно было. понимаешь? Мы сделаем. Понятно, что щебенку отсыпем и, соответственно, грейдером пройдем и Там- его там- катаем и все там прочее. стоит- Так положено сделать. Мы на самом деле хотим вам помочь. Вот просто масштаб таких проблем большой, но я постараюсь вам. Глава слышит все, что здесь было. Я публично все это вам говорю, поэтому вот, давайте. Стройтесь. Ладно, спасибо большое. Вам тоже спасибо. Время, до свидания. Детский сад номер 20. Это здание ввели в эксплуатацию в 1991 году. Рассчитано оно на 255 детей. Фактически уже здесь 270. Необходимо менять окна, ремонтировать систему канализации и отопления, утеплять фундамент, стены и потолки. Здание аварийное. Ежегодно мы проводим ряд мероприятий перед началом отопительного сезона, который считается обязательным. То есть мы закупориваем, утепляем окна, спускаем воздушную Пластилин, марля, все что угодно. Да, но на самом деле очень сильная теплопотеря идет. Да. Данная группа оконные стекла даже герметиком заделаны. Еще зимы-то нету, как говорится. Конечно, холодно, наверное, да? Это туалетная зона, по которой я буду наши дети. Скажем так, туалет. У каждого, наверное. Обязательно. Да. Списку все как положено соответствует требованиям, как положено по санитарным правилам. На каждого ребенка есть. Давайте мы вам поможем, наверное, да? Вы запишите вот так. Какой номер садик? Ну, чтобы все было понятно. Детский сад номер 20. Да, Туймазов, да? Да, город Туймазы. Но вы тогда быстро это все сделаете? Все готово, мы можем передадим. Пройдемте дальше. По коридору, второго этажа. Давайте мы парк посмотрим, вот пойдем. Марк, посмотрим. Вопрос позволите пока? Давайте. Вы зачем эти поездки ездите? Ну, чтобы понять, какие есть проблемы у наших жителей. Понять, проблемы есть, и понять, каким образом мы можем помочь. Я говорил, для меня важно, и моя задача сделать жизнь людей лучше. Вот, а проблем очень много. Вот мы были в 2 деревнях, вы же видели, у людей воды нет. Нету воды на территории. Поэтому... А парк я решил просто посмотреть. Парки это тоже очень важное на самом деле дело. Он чей? Он на вашем балансе? Он муниципальный. То есть он платный, наверное, да? Какие-то денежки? Карусели платные. Ага. Мы практически его не датируем. Все живет сам. У нас очень хороший руководитель. Вот за 4 года он превратил парк в нормальное состояние. В прошлом году то, что федеральные деньги подошли. Здесь спортивные площадки, боксигоны, воркаут, для уличные тренажеры стоят. Вот эти все освещения 122 вот светильник установлен. Да, это очень важно на самом деле, да. Свет, я говорил, свет обязательно давать надо, в деревнях надо давать. Тогда видим спокойно. Это не запланированная поездка? Визит сюда в парк? Нет, мы хотели, просто я попросил. Это вот ваш центральный же городской Это парк? все центральный парк наш основной. Рафик Фарич, как впечатление от парка? Ну, парк хороший, но надо поработать еще. 114 окон. Будет, да? Эту школу в Туймазах построили в 1963 году. Учатся в ней 714 девчонок и мальчишек. Есть 2-я смена.
Здесь нужно реконструировать внутренние инженерные сети, менять окна и двери. Осторожно. Пожалуйста. Здравствуйте. Вот здесь как раз реализована вторая смена. Сокращение второй смены сделали 2 кабинета. Значит, здесь у нас был актовый зал. Актовый зал. Вы все это... Да, мы то есть, ну, уже великолепно, да. Да, начальная школа занимается. Смета же есть, да? Да. Вы готовы все реализовать, то есть да. Это все? Давайте мы выделяем денег, вот, чтобы ремонт им сделали. За лето сделаете, наверное, да? Эту зиму перезимуете. Договорились? Спасибо. Конечно. Вам спасибо. Радий Фаридович, вот если проанализировать на объекты социального назначения в большей степени необходимо средства на ремонт, так получается? Да, конечно. Но, во-первых, надо начать с объектов жизнеобеспечения, то, чем мы занимались вот водой. Но здесь вот тут же суммы небольшие. Вот они просят вот на эту большую школу где-то порядка 9 миллионов. Но это поменять окна. А окна это опять тоже жизнеобеспечение, потому что холодно иначе. Вот это тоже не от того, что хочется красивое окно. А почему район сам не может сделать? Ну, потому что это сложный вопрос, потому что доходов бюджета не хватает муниципалитета. И, в принципе, мы поэтому и правительство постоянно датирует и субсидирует муниципалитеты. Это не только Туймазинский, практически все муниципалитеты. Вы же знаете, что основная наша бюджетная база формируется в городе Уфе, например, в Салавате. Вот 2 города. Поэтому нам нужно справедливо перераспределять все доходы. Давайте малышей прогоним, а? Замерзли? Здравствуйте. Точно не замерзли? Я надеюсь, не меня ждете? Нет, я тихонечко хотел... Каждый день вас гуляем. Да. Вы здесь живете, да? Это микрорайон? Ну что волнует? Нас волнует очень сильно садики, потому что молодые семьи переселились сюда. Все хотели переселиться по молодежной программе, ждем некоторые из семей списания квадратных метров. И вот до сих пор у нас не открывает детский садик. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, садик-то видно. Садик в какой степени готовности? 90%. Ну, мы посмотрим. Объект в течение 10 дней можно запустить. Это на сколько? На 110? 110, да. Все это будет. А что здесь у тебя? Тут комната музыкальная есть? Она совмещенная физкультурным залом. Вот он совмещенный. Здесь и музыкальный будет, и это будет. Это жилой дом, да. А территорию когда наведете порядок? Вы тоже успеете, да? Территорию успеем, да. Территорию успеем. А окна вот как положено, да, по ГОСТу? Да. Трехслойка, двухкамерный. Сад застройщик построил и предлагает нам ее в продаже. И все. И это нормальная история, мы можем выкупать, просто должен быть юридический механизм, когда выкупать. Я вот сейчас приеду и разберусь, потому что это же тоже надо этим разбираться. Застройщик говорит, что этот садик мы купим и нам дешевле это обойдется. Если это так, это хорошая схема, посмотрим, как она работает. Да, все. Спасибо. Тогда вам точно глава приедет с вами, увидится и вам скажет, условно такого-то числа садик будет открыт. До Нового года мы его не запустим, это маловероятно. Где-то вот в первом квартале следующего года. Так что потерпите немножко. А вот скажите, вот я по больницам везде езжу, вот с терапевтом, с педиатрами, как у вас? Это ужас. Ужасно, да? Это, во-первых, очереди. Матери даже дерутся друг с другом, потому что мы не можем попасть. Что делать бы? Топ специалистов. Вот сейчас с жильем, если получится. Ну как же, если получится, решайте, я же сказал. Это 20 квартир вот в этом микрорайоне. Угу. Узкие специалисты, это тоже, наверное, большая проблема, да? Значит, я специально вот республику объезжаю. Вот, это не только у вас, уж не к тому, что оправдываюсь. Везде в республике очень много нехватки врачей. Я этого пока не понимаю, потому что у нас медуниверситет есть, там каждый год сотни человек выходят. Мы сейчас примем меры для того, чтобы мотивировать их. На год я вам ставлю задачу, но каждый квартал вы мне доказываете, что у вас это идет. Как хотите, хоть сами женитесь, хоть что делаете, там, я не знаю, врачей затаскиваете. Ладно, я при людях вам это говорю.
Чего хотел? Плохие дороги и все. И все? А что так мало? Я забыл, что хотел сказать. Велосипедной дорожки нету. Ты замерз, что ли, а? Нет. Велосипедной дорожки нету. А как настроение у тебя вообще? Отличные. Замерзли? Нет, хороший, яркий, теплый. Теплый, дома теплые, да, хорошо. Квартиры неплохие. Выезжаем из нового микрорайона. По пути временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров увидел женщину с плакатом и решил остановиться. Оказалось, жители не хотят переселяться из аварийных домов туда, где мы только что были. Значит, по вашей ситуации, вот вы тоже, да? Вот, да. Давайте мы митинговать не будем, я спокойно разберусь. Вы в пределах исполнительной власти. Мне глава примерно рассказывает, мне, соответственно, для меня это информация новая в некотором смысле. Я внимательно в ней разберусь и буду поступать по закону. Потому что вот так огульно на улице, первый раз друг друга видя, обвинять, рассказывать какие-то такие страшные вещи, я не сторонник. Я всегда сторонник спокойно в этом разбираться. Ладно? Хорошо. Поэтому... Ну просто вы слушайте, что там инфраструктуры да никакой там нет. Ничего нету. Вы про Чулпан говорите? Да? Я оттуда еду детского сейчас. сада, там нет школ, Я там был нет сейчас в поликлиник. детском саде. Значит, садик там есть, магазин обещают вести. Я не к тому, что я агитирую вас туда. Нет, я рассказываю просто Чулпан. Я вот сейчас, я 10 минут назад был в Чулпане. И специально пришел туда посмотреть. Вопрос даже не в вас. В Чулпане собирается построиться 300 тысяч земли. Это 10 тысяч проживающих. Я в любом случае буду заниматься, и глава этим будет заниматься. Поэтому здесь вопрос другой, что вы туда не хотите, это, наверное, ваше право. Мы все равно, там стройка идет, люди живут. Люди, у них много вопросов и по транспорту, и по школе, и вот, как вы говорите, и по магазину, и по ФАПу. Больницы нет, потихонечку это новый микрорайон. Всегда не бывает, чтобы сразу вот появилось, и все сразу появилось. Но мы умрем тогда. Мы надо. По вас я сказал другое. По вашей ситуации я буду разбираться. Пусть нам дает здесь. Я буду разбираться, а глава мне, соответственно, все материалы представит. Я затребую. Если нарушение закона есть, еще раз послушайте, ну, у вас нет доверия, у кого-то есть доверие. Когда я буду понимать, что глава совершает противоправные поступки, он будет немедленно уволен. Пока таких фактов я не вижу. Вот это нельзя убрать. А мы еще больше поставим въезжать здесь, Ради Хабирович. Ну, а нельзя поставить вот такую тогда, чтобы вот люди не убивались? Не, я просто не понимаю. Хорошо. Такую. Здесь же убиться можно. Вот вечером человек идет, где лампа погорит. Я лампу не видел. Ну, вот горят, здесь горят, горит. Здесь у нас вот вторая поликлиника на 500 посещений смену. Вот какая здесь потребность? Потребность здесь у нас на 17 терапевтических участков. Да, больничный город. 17 терапевтических участков, здесь занято 15. Здесь... Я не даю вам отдохнуть, да? Нет, что вы, мы рады вас видеть. Как спасибо большое. Хорошее, замечательное, боевое настроение. Вы же делаете, если мы делаем, да. Предприятие слышит вас, нет? Ну, хотелось, чтобы еще лучше слышали. Лучше. Да. За сутки можно пройти? Первый этап можно. Первый этап диспансеризации. Я пришел, анализы сдал, подошел к терапевту, да. Он посмотрел, мои жалобы услышал, да. И отправил меня условно там к гастроэнтерологу, да? Да. Это в один день нельзя сделать? Это все в один день можно сделать. Мы даже для себя сделали отделение профилактики, объединили в анкетировании, ЭКГ говорят, и так далее. Положа руку на сердце, говорят, формальность просто чистая диспансеризация. Просто понимаете, вот вы же врач, на самом деле, если вот серьезно отнести, человека внимательно посмотреть и выслушать его, ведь можно действительно остановить какое-то развитие заболевания, установить. Вы же первичное звено, правильно? Да, да. Вы должны обнаружить. Да. Неформально? Что сделать для этого? Ну, я бы, например, выезжала бы на предприятие. Это более, наверное, эффективно было. Если бы бригады выехали бы. Нет, ну вы анализы сдать? Вам же все равно анализы надо посмотреть. Анализы надо взять, да. Рост, вес, анкетирование, да, экспресс-лаборатория, все это делается. Но в сутки результаты лабораторные мы можем получить. Там очень укороченный, минимальный, в общем-то, спектр, но дающий, в общем-то, хорошую картину состояния здоровья, по крайней мере, первичного нашего пациента. Вы подталкиваете, работаем, да. Потому что они считают, что это пустое. Да, на самом деле, вот если посчитать здоровье человека, это им выгоднее в конечном счете, что у них будет больной человек, они ему будут больничные оплачивать. Ну ладно, спасибо большое. Вам спасибо большое. Все хорошо. Спасибо большое.
Рафаэльевич, вы на одном из совещаний сказали о том, что по диспансеризации необходима системная работа, системный подход. Вот что надо сделать для того, чтобы диспансеризация была не поверхностной? Пока даже не знаю. Пока не знаю. Это большая комплексная проблема. Начиная с того, что мы должны сделать пропаганду, государственную пропаганду здорового образа жизни, чтобы люди сами себя не убивали. Многие вещи, когда люди оказываются уже вот здесь, они сами себя заводят. Им говорят, вы сделайте анализ, проверьтесь хотя бы раз в году. Они не проверяются, потом их на каталке сюда привозят. И второе, вот надо посмотреть мотивирующие какие-то, наверное, вещи для предприятий. Ну и, конечно, работать с медицинскими кадрами. Они просто должны выполнять свою работу. До свидания. До свидания, спасибо. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые гости, проходите. Добрый вечер. Загруженность, да, по проекту детский сад 110 мест, 148 посещают наш детский сад. Так, ну, хотелось бы немного рассказать о нашему направлению. Нравственное патриотическое воспитание. Мы прививаем к нашим детям любовь к родине, к нашей земле, к нашему поселку. Чем помочь вам? Ой, идемте, я, можно, покажу вам. Я же не зря приехал. Да, спасибо большое, что приехали. Да, крыша течет, весной здесь все стекает, мы уж ведра тазики ставим, каждый раз штукатурим, вот это все отваливается. Окна старые, не можем открывать, проветривать. Котельные на пике работают, тепло, но... А зимой, наверное, затронуться не нужно, да? Ну да, и прохладно все-таки зимой. Сейчас пока погода более-менее. Вам ремонт кровли надо делать? Ремонт кровли, окна здесь. А зиму переживете весну? Ну, стараемся, главное, чтобы сделали. Стараемся каждый год. Это есть, сделаем, а я, наверное, и весной проеду, и осенью. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Аварийного очень много, поэтому в первую очередь мы будем расшивать проблемы с аварийными школами, садиками. Вот. Я даже поэтому здесь сегодня глава, понятно, говорит, что ему бы еще сюда 2-3 садика. Но мы даже это не обсуждаем, поскольку есть еще вот в порядке очереди есть масса аварийных. Вот, будем менять потихонечку. Есть более сложная ситуация. Спасибо. Спасибо. Так, что у нас? Школа. А, школа? Ага. Здравствуйте. Одна из наших больших школ. Тоже просим крышу и отопление, вот о чем я говорю. Здравствуйте. Я вам отдыхать не даю, да? Я долго, я посмотрю. Ольга Ивановна, директор этой школы. В нашей школе на сегодняшний день обучается 701 ученик. Дети у нас приезжают из 6 населенных пунктов. На сегодняшний день, конечно, этому работает молодой специалист. Здравствуйте. Это вот самая младшая группа. Но мы горды тем, что традиции сохраняются. Это молодой тренер. Тоже местная, да? Я сама с Азов, сюда приезжаю, как кандидат мастера спорта по дзюдо. То есть вы тренер здесь? Да, я здесь уже тренером работаю. Здесь есть кто-нибудь, который вот звезда уже у вас? Да, или у нас молодые есть уже, занимаются которые по 5-6 лет. Это Карифулин Ильнар и Вильданов Ильнар. Мате, построились. Вот сейчас я могу продемонстрировать их борьбу. Как бы. Это чистая была или нет еще? Чистая, да? Спасибо. Спасибо. Ребята, удачи. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Вот видите, какие вопросы. То есть все кабинеты у нас в рамках модернизации образования, они оснащены в соответствии с требованиями ФГОС, мультимедийное оборудование. Все оно есть, но проблема с крышей возникает вторую проблему с электричеством. То есть мы не можем... Это уже опасно, наверное, да. просто становится. Да, то есть, окна у вас нормальные, да? Окна у нас, да, все они заменили. Вы посчитали, да? Да, с 11600. Вот ремонт. Молодежь, учителя, да? Да. Нормально, нравится? Да. Хорошо. Мы крышу вам поправим, не переживайте. Вот зимой мы ее не можем делать, поэтому весной сразу сделайте за летний период. Вот на таких школах система образования России держится и нашей страны.
Спасибо. На таких, как вы, людях, я считаю. Вам доброго здоровья. Спасибо большое. Устала, где вы силы берете на такую поездку эмоциональную? Людям хочется помочь. И на этом точка сегодня? На этом точка, да. На сегодня хватит, потому что смысла нет. А вот день прошел, на мой взгляд, конструктивно. Я, по крайней мере, посмотрел, какие проблемы есть. И самое главное, по некоторым пониманию есть, как решать. Я через какое-то время снова по этому кругу проеду. Периодически это буду делать, чтобы понимать, что мое поручение исполняется. Но ваша поездка – это часть системной работы? Абсолютно. Это не просто знакомство, это часть большой, долгой системной работы. Спасибо. Ребят, я пришел. Все, спасибо вам большое. Всего доброго. Большое. До свидания. Давайте, доброй дороги, не гоните, дорога плохая. Все хорошо. Счастливо.